Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вот мы опять, как всегда, мы с корабля на бал. Сегодня мы прилетели в Абакан. И уже на автомашине мы передвигались, по Красноярскому краю, по республике Хакасия, по республике Тува на автомобиле. Конечно, природа очень красивая, саяны, горы. Приехали, и сразу у нас первый день, у нас было 2 рабочие встречи. Мы посетили Центр тувинской культуры, и мы посетили Центр русской культуры. В Центре тувинской культуры нам показали, как исполняется горловое пение. Исполнитель нам это показал, он сам же является и преподавателем. И они рассказали, как это все происходит, как они обучают горловому пению детей, какие кружки у них работают в центре. В общем, очень интересный, конечно, был рассказ. Конечно, мы обсуждали те проблемы, которые, и у людей и в одном предприятии, и в другом. В Центре тувинской культуры замруководителя интересно высказала, что вот эти народные исполнители горлового пения, почему они рано уходят из жизни, 55, 60 лет. Потому что доказано научно, что у них из-за того, что происходит расширение, я могу ошибиться сейчас, как правильно, но горловое пение как раз приводит, у людей случаются инсульты. Их предложение было такое, чтобы кто исполняет горловое пение, чтобы на пенсию уходить раньше положенного возраста мужчинам. Их не так много, этих людей, порядка 40 человек. Обязательно сделаем запрос, попытаемся все-таки эту тему более подробно изучить и сделать депутатский запрос. А в Центре русской культуры, нам показали прекрасный фильм, где мы видели, где дети и взрослые исполняют песни под баян, и они говорят, у нас все, баян уже у него меха рвутся, и уже мы остаемся без инструмента. И оказывается, профессиональный инструмент очень дорого стоит. Будем тоже делать депутатский запрос с просьбой, чтобы Центру русской культуры смогли приобрести баян. И, конечно же, это уровень заработных плат, который, в общем-то, конечно, оставляет быть лучшего. Поэтому будем готовить депутатские запросы по приезду. Вас проинформируем, дорогие друзья. Завтра у нас 2-й рабочий день. Завтра опять встречи в Кызыле. Приехали не зря, работа идет.